Сказка и реальность, прошлое и будущее, разность и схожесть культур, традиционные технологии и современные инструменты. Все это причудливо переплелось в Нартиаде-2022, первом мультикультурном фестивале на территории Абхазии и России. В программе экспозиции, арт-форум, дискуссии и встречи с деятелями искусства. Когда мы сюда приехали и восхитились абхазской землей, ее горами, морем, небом, под которыми живут невероятно креативные люди, которые создают свои уникальные произведения. Нам показалось это очень интересным. Ну и сразу же возникло такое желание. Мы познакомились, значит, во-первых, наверное, не случайно, с министром культуры Абхазии. И стартовала такая идея, что сделать небольшой фестиваль обменный такого культурного диалога между нашими странами. Я выросла в семье, в которой всегда собиралось большое количество творческих людей. Это всегда была культурная элита Абхазии. И на протяжении многих лет нам всем известно, что мы были изолированы, обособлены от внешнего мира. И то, что люди создавали, находясь в этой обособленности, мне кажется, это уникальное произведение, это уникальное такой вектор развития, и мне очень хотелось, чтобы эти люди имели диалог, возможность диалога с другой культурой, с российскими художниками. Посещаю огромное количество выставок в Москве, и я всегда думала о том, что как было бы чудесно провести такого уровня выставку в Абхазии. И наши художники этого заслуживают, этого достойны, и Абхазия — это начало, а дальше мы будем развиваться, расширяться и приглашать и делать его более грандиозным. Нартиада – это диалог между разными сферами искусства, где история и национальные корни ключевые для художников, музыкантов и представителей других творческих профессий. Несмотря ни на какие сложности, мы поняли, что это очень важно сейчас провести этот фестиваль. И даже то, что это происходит не на территории России, где больше чего-то нам понятного, как и что нужно. Мы, когда начали общаться с Сатаной, поняли, насколько у них большой запрос для того, чтобы, у вас в Абхазии, запрос на то, чтобы у вас появилось какое-то такое глобальное масштабное мероприятие, где вы сможете миру показать, чего у вас вообще существует в вашей культуре, в вашем искусстве. Это настолько самобытные, интересные произведения. И как вы думаете, разве можно было отказаться в том, чтобы поучаствовать в таком интересном проекте? В творчестве участников проекта сочетаются традиционные и современные технологии. На фестивале можно увидеть работы известных абхазских и российских художников: Батала Джапуа, Владимира Воуба, Дианы Хинтба, Анастасии Нефедовой, Алексея Риттенберга и других. К примеру, Дмитрий Горбунов – современный художник, создающий скульптуры методом 3D-печати. Проект задумывался как такой мифотворческий, про такие осколки цивилизации, мой проект, он про монументальность, про искусство, которое способно противостоять времени, условиям и прочим, потому что сейчас время очень быстро меняется, условия меняются, смыслы устаревают очень быстро, и, конечно, я сейчас как художник оглядываюсь на какие-то действительно фундаментальные произведения и вообще задачи, которые ставит перед собой искусство, обращаюсь к опыту поколений. Проект «Нартиада-2022» продлится до 7 октября и обещает быть ярким и насыщенным. Эсма Голанзе, Роберт Ломия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.